Ассаламу алейкум. Приветствую зрителей программы «Неделя». В студии Ислам Ершов. Я и мои коллеги расскажем о самых заметных событиях в регионе и не только. И вначале коротко о главном. Вторая линия нового района Грозного готовится к примерке фасадов. Варианты оформления новостроек главе региона предоставят уже на следующей неделе. Эти и другие детали инспекции Рамзана Хаджикадырова расскажем в нашем сюжете. Культурное многообразие России в объективах режиссеров со всей страны. В Грозном проходит первый межнациональный кинофестиваль «Дахар». Мы сегодня имеем такие прекрасные условия трудиться во благо процветания и укрепления культуры. В Грозном продолжается строительство крупнейшего в России исламского центра. Масштабы и современные условия позволят проводить здесь мероприятия международного уровня. Глава Чеченской республики Рамзан Хаджикадыров вместе с соратниками совершил джума-намаз в мечети имени Хамзата, да будет доволен им Аллах, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал богослов Аслан Абдулаев. دالوي داخر إيمان شعدول دلر إيمان شعدول ومسيري دال قيل ستة يلا دال ستين يلا قيل دال أمر موضوع ألشة دال شيني بيم أشلول مدويل ألا أمر دينه ديت إنني صديق خليل شو ألا ديت إنني صديق خلر بوصل دين عمل لخش محتعدو حوس دول دلشة أذكران آية تحرق دال موغلر ين حوس ديزوي شيني بيم أشلول مدويل سولت عديس إنني صديق خليل شو ألا По завершении проповеди верующие выстроились в ряды и совершили пятничную молитву. Глава региона вместе с мэром Грозного совершил инспекцию по новому району города. Сейчас там активно возводится вторая линия многоквартирных домов и соцобъектов. Кроме того, лидер субъекта проверил, как проходит обновление дорожного полотна на улице имени шейха Али Митаева и осмотрел новый парк в Исаитовском районе. Обо всем подробнее в следующем сюжете. Грозный продолжает стремительно развиваться. Так в Исаитовском районе открылся новый парк. Об этом рассказывает мэр столицы во время инспекции с главой региона. На улице шейха Али Митаева началась реконструкция. Рабочие уже приступили к обновлению дорожного полотна. Сама столица республики уже готовится к Новому году. Праздничное оформление уже в процессе. Строительство в новом районе имени Владимира Путина не прекращается ни на минуту. Вторая линия домов уже приобрела более четкое очертание. Помимо жилых зданий, здесь также возводятся объекты социальной инфраструктуры. Всего хватает, говорит Хасмагомед Кадыров, и рабочей силы, и стройматериалов. Здесь был дан старт строительству 3 дополнительных жилых домов. Работы находятся на стадии котлована. Поблизости будет располагаться обширный парк.
20 этажный ходуш, у карте моря ходуш, второй линия ходуш. Хокка парк это хаше тоже зеленый зон ходил метка, тигарлат тома данисеш и бол беш буш. Я ешел материал, ома заказать еш, царц борт беш, инц оплат еш. Дичь да зеленая, заграница это годно. Так хармрамерный гранитовый бордюр, брусчатка, шиша, царц борт беш хаицы. По итогу инспекции глава региона остался доволен результатом. Он поблагодарил ответственных лиц за реализацию масштабных проектов. Ислам Ершов, Мансур Исмаилов при содействии пресс-службы главы правительства Чеченской Республики «Неделя». В Грозном состоялось торжественное открытие нового модульного спортивного зала для настольного тенниса. Проект реализован в рамках соглашений между Министерством Чеченской Республики по физической культуре и спорту и Федерацией настольного тенниса России. На церемонии побывал наш корреспондент Лиана Хаджиева. В новом спортивном зале установлено 12 профессиональных теннисных столов и современное оборудование. Площадку планируют использовать как для подготовки спортсменов, так и для проведения крупных турниров. На торжественную церемонию открытия прибыл министр по физической культуре и спорту Чеченской Республики Ахмат Кадыров. Зал оборудован 12 профессиональными столами, а также всем необходимым инвентарем и оборудованием. Созданные здесь условия идеально подходят как для тренировок, так и для проведения крупных соревнований. В Чеченской Республике уже функционируют 4 клуба, действуют секции, спортивная школа и образовательные учреждения. Далее прошло награждение отличившихся в развитии теннисного спорта в регионе. Завалюеву Олегу Николаевичу, первому вице-президенту, генеральному директору Федерации настольного тенниса России. Развитие спорта в республике в последние годы идет стремительными темпами, отметил первый вице-президент, генеральный директор Федерации настольного тенниса России Олег Завалюев. По его словам, это стало возможным благодаря всесторонней поддержке главы Чеченской Республики. В республике есть примеры по другим видам спорта. Вы умеете достигать хороших результатов, и мы будем у вас учиться. После торжественного перерезания красной ленты Ахмат Кадыров вместе с гостями осмотрел помещение нового зала. Открытие теннисного модульного зала приурочили к году города Грозного и района имени Владимира Путина. Это уже 12-й спортивный объект, открывшийся в этом году на территории региона. В республике создаются все необходимые условия для привлечения молодежи к активному образу жизни. Лиана Хаджиева, Сейд Амин Ибрагимов, Муса Халидов, «Неделя». В ЧГУ прошел ежегодный диалог-семинар с именитыми спортсменами страны. Участие в мероприятии принял министр по физической культуре и спорту региона Ахмат Кадыров. Встреча со студентами проходила в формате живого общения. Подробнее в следующем сюжете. В этот раз мероприятие объединило выдающихся представителей спортивной элиты страны. Среди гостей чемпион в легком весе и обладатель пояса Гран-при лиги ACA Абдул-Азиз Абдул-Вахабов, олимпийский чемпион по вольной борьбе Заурбек Сидаков и серебряный призер Паралимпийских игр по тэквондо Алиасхаб Рамазанов. В мероприятии принял участие министр по физической культуре и спорту региона Ахмат Кадыров. В своем выступлении он отметил, что подобные семинары помогают укреплять связь между поколениями, создавая атмосферу поддержки и взаимопомощи. Мы собрались здесь, чтобы обсудить важные аспекты, которые касаются каждого, кто стремится к успеху в спорте и в жизни. Подобные встречи способствуют формированию правильного мышления и установке на победу. Молодежь увидит, что за каждым достижением стоят не только талант и труд, но и преодоление различных преград. Это вдохновляет их не сдаваться и стремиться к своим целям, даже когда кажется, что все идет не так, как хотелось бы. Кроме того, что подобные семинары помогают укреплять связь между поколениями, создавая атмосферу поддержки и взаимопомощи. Помощник главы республики, ректор Чеченского государственного университета имени Ахмата Хаджи Кадырова Заурбек Саидов отметил особую роль университета в воспитании молодого поколения. Он выразил благодарность организаторам за проведение подобных встреч на постоянной основе. Я вас приветствую во стенах нашего университета. Сегодня мы собрались на важную встречу. Тема нашего семинара звучит красиво, а за этим названием настоящая жизнь, характер и преодоление себя. Трудности в спорте на пути к большим победам. Это про то, что медали не приходят случайно, успех не падает сверху, и каждый чемпион – это человек, который много раз вставал после падения и двигался дальше. Наш университет всегда опирался на ценности силы духа, знания и постоянного развития.
Основу этому подходу заложил первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмат Хаджи Кадыров. Дал газу по Балдойцу. Мероприятие проходит в формате живого общения. Студенты задают вопросы гостям, а спортсмены делятся опытом, рассказывают о преодолении трудностей и пути к успеху. Мне очень интересно, вот в детстве у тебя был какой-нибудь известная личность, которому ты подражал, из-за которого ты мотивировался? Ну, так прям таковых не было, да. Я же говорил, вот, были раньше фильмы, да. Сейчас есть всякие мемы, интернет, все что угодно есть на просторах интернета. Раньше этого времени не было, и у нас были какие-то, я не знаю, здоровые интересы. В ходе встречи Ахмат Кадыров передал Алиасхабу Рамазанову 500 тысяч рублей от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. После вместе с гостями министр вручил детям-сиротам из Чеченской Республики и Дагестана подарки – игрушки и именные футболки. Организации, что мне понравилось, что люди пришли, задавали интересные вопросы, очень приятно было, самому интересно было отвечать, слушать. Я очень рад, что все задавали очень интересные, хорошие вопросы. Завершилось мероприятие памятными фотографиями с гостями. Висхан Закриев, Сайдамин Ибрагимов. Неделя. В Грозном стартовал первый межнациональный фестиваль традиционного кино «Дахар». Событие, объединившее режиссеров, операторов, актеров и зрителей со всей страны. С 6 по 10 ноября на различных площадках столицы республики и других городов региона пройдут показы документальных фильмов и мастер-классы. С подробностями Висхан Закриев. Перед открытием первого межнационального фестиваля традиционного кино «Дахар» проходит пресс-конференция. С приветственным словом к участникам обратился Рустам Мелькиев. Я помню, последний кинофестиваль в Чеченской Республике мы проводили в 2008 году. А после этого таких больших крупных кинофестивалей у нас в республике не было. Мы, конечно, этот фестиваль принимаем и с гордостью будем проводить в республике. С 6 по 10 ноября на площадках Грозного и городов региона пройдут показы документальных и игровых фильмов, снятых в разных уголках страны. В программе более 70 картин, творческие лаборатории, круглые столы и встречи с мастерами киноиндустрии. Торжественное открытие проходит во Дворце торжеств имени Дагуна Амаева. Перед официальной частью для гостей приготовили культурную программу. После с приветственным словом выступил министр культуры Иса Ибрагимов. Первый президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат Хаджи Кадыров заложил основу для развития республики, в том числе и культурной сферы нашей республики. И благодаря его заложенному крепкому фундаменту мы сегодня имеем такие прекрасные условия трудиться во благо процветания и укрепления культуры. Президент кинофестиваля «Дахар», директор ЧГТРК Грозный Чингиз Ахматов поблагодарил Министерство культуры Чеченской Республики за поддержку и отметил вклад Министерства национальной политики, внешних связей, печати и информации региона в организацию и информационное сопровождение фестиваля. Большому культурному проекту, значение которого выходит далеко за пределы кинозалов. Первый межнациональный кинофестиваль «Дахар» в Грозном – это еще и масштабное информационное событие. Он внесет свой большой вклад в развитие региона как открытого, современного и культурного центра Северного Кавказа. И в этой работе именно республиканские СМИ становятся главными союзниками и проводниками фестиваля. По поручению нашего министра Ахмеда Махмудовича через газеты, телеканалы, радиостанции и онлайн-площадки мы доносим до зрителей и читателей главную идею фестиваля, что Дахар – это живой мост между культурами. Главная цель кинофестиваля – показать живую и многогранную культуру Чеченской Республики, объединяя людей разных национальностей вокруг традиционных ценностей. Всего в конкурс поступило 80 картин, из которых были отобраны 35 фильмов в 4 номинациях: «Родной край в объективе», «Место силы», «Великий народ» и «Они сражались за Родину». Все эти номинации наполнены хорошими фильмами, которые интересно смотреть. Иногда сложно смотреть, иногда тяжело смотреть, потому что там откликаются события, которые происходили у нас в республике. Вот. Также фильмы посвящены Великой Отечественной войне. Вот. И выбирать из этих фильмов какой-то один или несколько призеров было очень сложно, потому что все фильмы хорошие, и даже любой режиссер, который доводит фильм до финального конца, он уже заслуживает и награды, и дипломы.
Показы проходят на площадках кинотеатров «Черная жемчужина» и «Киностар Грозный Молл», а также в районах, кинозалах городов и населенных пунктов. Всего в рамках фестиваля состоится 196 кинопоказов. Дахар – это не просто фестиваль, а платформа для диалога культуры и обмена опытом. В рамках проекта зрители увидят фильмы, которые сохраняют традиции, язык и характер народов России. Висхан Закриев, Адам Арсенукаев. Неделя. В Национальной библиотеке имени Абузара Айдамирова подвели итоги конкурса «Грозный город боевой и трудовой славы». Он проводился при поддержке столичной мэрии. Члены жюри отобрали 36 лучших работ в 4 номинациях. Творческое соревнование направлено на сохранение военно-исторического наследия города-героя. Победителям и призерам вручили грамоты и подарки. 2 десятилетия назад была политика, что, может быть, вообще оставить Грозный разрушенным, построить город в новом месте, чтобы столица Чеченской Республики была другой город или вообще с нуля. И наш первый президент, герой России, Ахмад Кадыров, Далразу Кобалдойцуну, отстоял, сказал: нет, город Грозный был, есть и будет. И поэтому сегодня мы можем видеть воочию, что то решение было абсолютно правильным. Наш город вырос, стал еще краше и будет еще более красивым. Я отличился первым местом. Я очень рад, хочу выразить огромную благодарность Зумаевой Маре за такие конкурсы, за то, что она подготавливает нас, а также награждает нас такими грамотами. Мэром Нью-Йорка стал мусульманин, а в Свердловской области восстановили мечеть на своем историческом месте. Об этих и других не менее интересных новостях из мира мусульман расскажет моя коллега. В США прошли выборы на должность мэра Нью-Йорка. В результате победил мусульманин Захран Мамдани. О своем решении бороться за должность мэра Мамдани объявил в октябре прошлого года. Несмотря на то, что изначально политик не обладал большой поддержкой, он быстро завоевал популярность. Гражданка России из Дагестана, совершавшая паломничество, трагически погибла в Саудовской Аравии в результате дорожно-транспортного происшествия. Трагический инцидент произошел во время поездки на такси к мечети Айши, да будет доволен ею Аллах, для совершения малого хаджа. Му'минат, так звали погибшую женщину, была матерью участника специальной военной операции. В соответствии с законодательством Саудовской Аравии, тела погибших паломников подлежат захоронению на территории королевства. Мощное землетрясение, произошедшее в Афганистане, привело к частичному обрушению голубой мечети в городе Мазари-Шариф и многочисленным жертвам среди населения страны. Мечеть – одна из главных достопримечательностей Афганистана. Считается, что здесь покоится 4-й праведный халиф Али ибн Абу Талиб, да будет доволен им Аллах. Также сообщается о разрушении десятков жилых домов и объектов социальной инфраструктуры. На данный момент подтверждена гибель 20 человек и ранения более 300. В Свердловской области торжественно открыли новую мечеть. Церемонию посетили представители местных органов власти, религиозные и общественные деятели, а также местные жители. На месте, где стоит святыня, уже была мечеть. В советский период ее разобрали и построили школу, а после вовсе переделали в магазин. Благодаря усилиям местного имама и активной поддержке жителей деревни на этом месте спустя долгие годы вновь стоит мечеть. Святыня получила название «Фатх», что в переводе с арабского означает «победа». Название выбрано не случайно. Оно символизирует победу в Великой Отечественной войне, надежду на скорейшую победу в специальной военной операции, а также победу веры над неверием. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в нашем телеграм-канале. В медресе для девушек Аз-Захра имени Фатимы бинт Мухаммад в городе Аргун чествовали своих учениц. 50 человек наградили сертификатами за успешное освоение 30-й части Корана Ам-Джуз. Также отметили достижения лучших учащихся. Подробнее в сюжете Хава Ахмадовой. Торжественное мероприятие в медресе для девушек имени Фатимы бинт Мухаммад Аз-Захра открыла почетная гостья из Дамаска хафиз Корана Сафсан Аль-Мунаджид. В своем выступлении она рассказала о важности и ценности изучения священного Корана. في هذه الآيات الكريمة قرآن كهذا دال ديل الجنة متأخر لرجع إيش دال شيء نعمة بولنا غتاني خربوش دال نعمة بولنا ملش بر الجا بايخمش تويس دال نعمة بولنا ملش بايخمش بقلوش خلبولنا شهداء شغازوا تنقل خلبولنا قبل دكنا هذا صار تاني خربو دال ديل الجنة متأخر لرجع. После лекции ученицы продемонстрировали свои знания, читая суры из Священного Писания.
وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Далее состоялось вручение сертификатов ученицам, успешно завершившим освоение Амаджуз. Также наградили грамотами лучших учениц месяца. Все? Как лучшая ученица месяца из грамоту. Давкаева Марьям. С момента открытия учебное заведение объединило учениц разных возрастов, от юных девочек до пожилых женщин. По их словам, обучение в медресе стало важным этапом на пути духовного развития. قشاري اللي عتع سوزرست عطسو ساينسو عامر سقيتور دقهم خيط الله ريز خليل قاد مصر преподаватель استد سو يقش اسخل ديتر سرنا سو قيتا قيتش سو عامين غزنوق يقشو قارسو ديل ريز خل. Успех учениц в заучивании Амаджуз является фундаментом их дальнейшего образовательного пути. Этот шаг позволит им перейти к глубокому и всестороннему изучению священного писания. Хава Ахмадова, Имам Юсупов, Ибрагим Батаев. Неделя. На территории Грозненского лесничества прошла всероссийская акция «Сохраним лес». В мероприятии приняли участие министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона, а также члены общественных организаций и жители республики. Акция проводится в России с 2019 года и стала одним из ключевых проектов по восстановлению и приумножению лесных ресурсов страны. Благодаря этому проекту в нашем регионе с начала года было высажено порядка 260 тысяч молодых саженцев. 260 тысяч синтердадина, куза именно хинцохох участка, 11,5 гектаров. И вот таком завершению здесь у нас около 30 тысяч синтердадин. А хоко 11,5 гектар, да, вот дайна дуб ясен клен, что дичду, что она война шат, да, она уживаться, да, что войн кузаку, что синтер, что. В Грозном состоялось техническое открытие первой в Чеченской Республике контактной фермы. Инициатором проекта выступила Хутмат Кадырова. Среди первых посетителей – мамы с детьми. На территории размещены ручные животные, альпаки, зебра, хайленд-коровы, гигантские ослы, овцы и козы. Гостям разрешают кормить животных и находиться с ними в одном вольере. Объект создан с соблюдением экологических требований. Используются натуральные материалы, безопасные корма, территория поддерживается в чистоте. Для посетителей предусмотрены чайные зоны, места для отдыха и небольших мероприятий. В прошлом году я была в Эльбрусе, в таком заповеднике, и очень хотела привезти туда свою дочь. Сейчас я уже имею возможность привезти ее в Грозный. И очень рада, что открыли, что любой человек, любой родитель может привезти сюда своих детей, также даже для себя, своих эмоций, порадовать себя, своих близких, своих деток. Это очень круто. Я горда, что в Чечне теперь есть такая возможность. В столице Чеченской Республики продолжается строительство крупнейшего в России исламского центра. Масштабный проект включает в себя конференц-залы, большую библиотеку, мечеть, медресе и многое другое. После открытия на территории комплекса смогут проводить встречи самого высокого уровня. Детали расскажет наш корреспондент Лиана Хаджиева. Специалисты выполняют внешние и внутренние отделочные работы, монтируют инженерные системы. Комплекс будет одним из крупнейших в России. Рядом строится мечеть и медресе, где будут размещены учебные классы для мужчин и женщин. Также имеются кабинеты для педагогов, молельные и служебные помещения. خد برجعتي حجر وبيبليتيك وإسلامسك سنتر مختيات ويشل وصلوا وشاش بالني بمشانيو
В будущем это место станет центром для проведения конференций, научных встреч и съездов на самом высоком уровне. Отделочная белых, фасадные, внутри отделочная белых, добьючку, дик. Внешне святыня будет похожа на Шалинскую мечеть, гордость мусульман. Фасад украшен гранитом, а купола сделаны из нержавеющей стали. Новый исламский центр станет значимым объектом не только для Чеченской Республики, но и для всей России, отражая приверженность развития духовной инфраструктуры и сохранения религиозных традиций. Лиана Хаджиева, Юсуп Ижиев, Мансур Исмаилов. Неделя. Во всех регионах России прошел большой этнографический диктант. Всероссийская просветительская акция в этом году стала юбилейной. Она проводится в 10-й раз. Жители нашей страны и граждане других государств смогли проверить свои знания о культуре, традициях и истории народов, проживающих на территории Российской Федерации. Как проходило тестирование в Чеченской Республике, расскажем в следующем сюжете. В этом году диктант посвящен Дню народного единства. Участникам предстоит ответить на вопросы, охватывающие различные аспекты культуры и традиций народов России. Большой этнографический диктант – это просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России. Помимо этого, он позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. На данный момент диктант пишут около 50 человек. Участники акции – жители не только Чеченской Республики, но и зарубежных стран. Диктант проходит в онлайн и офлайн режимах, что делает его доступным для каждого. Эксперты уверены, что знание своей истории и культуры – залог мира и согласия в обществе. В этом году это юбилейная дата, в 10-й раз, и мы в нашем регионе, как и каждый год, принимаем в нем активное участие. Сейчас мы находимся в Национальной библиотеке, это наша главная, основная офлайн-площадка. Здесь принимают участие все желающие. Сам диктант проходит в течение 45 минут, и максимальное количество баллов, которые они могут получить, это 100 баллов. Результаты диктанта помогут участникам оценить, насколько они хорошо знают историю и культуру своей страны и понять, над чем еще стоит поработать. Эта акция не просто проверка знаний, а возможность прикоснуться к многообразию культурного наследия России. Вопросы были очень интересными. На некоторые вопросы я смогла ответить с уверенностью, поскольку эта информация была мне доступна, я ее знала. Некоторые вопросы вызвали у меня сомнения, но они все мне очень понравились. Результаты большого этнографического диктанта будут известны 12 ноября. Лиана Хаджиева, Сейд Амин Ибрагимов, Мансур Исмаилов. Неделя. На этом у меня все. До встречи через неделю и хороших вам новостей.